Слышите спокойствие? Такая тишина. Ни машин, ни шума. Просто течет река. Немножко гул природы. Сейчас сезон ос. Осы жужжат кругом. Обалдеть. Всем привет, ребят. Долгожданный, действительно, и для меня это долгожданный поход на первую избу с ночевкой. С туланом, как всегда. По возможности я его тоже беру. Солнечное утро, сегодня 2 сентября. На улице солнечно, по-летнему погода вообще что-то сейчас должна уже, знаете, и немножко уже, чтобы прохлада была, а тут у нас бабье лето. Вот, в планах у меня сегодня поехать на избу и взял рубероид, может на крышу залезу, там что-то буду делать. Взял ружье, даже 2 оружия. Оружие север и оружие, еще двустволку. Не знаю, утки есть или нету, может озера где проверю. И север уже буду пристреливать к осенней охоте. На носу уже осенняя охота. Еще 15 дней и, да, примерно 13 дней. И я уже пробно схожу куда-нибудь на рябчика. Взял также удочку, резиновую лодку. Не знаю, что будет, ребят. Все как будет, буду снимать и показывать. Вам приятного просмотра. А сейчас я начну со сбора грибов, потому что я тут где-то метров 300-400 от машины видел красноголовиков. Схожу туда. Может, на супчик наберу. Если наберем, сварим суп грибной. Хорошо. Давно не был я в тайге с ночевкой. Очень давно. Лето прошло так. Что поделаешь. Бывает и такое. Вот мой бездельник. Грязный. Дорога, знаете, скажу вам. Дорога после дождей. Здесь видно, очень большие дожди были. Много луж. Ну так, нормально. Не проехал, нигде не застрял. Вот он, туланчик. Ну что сказать по УАЗику. УАЗик, знаете, вот по селу сейчас ездил. Лампа двигателя не загоралась. И буквально вот я до сюда доехал, здесь уже начало мигать опять что-то. Я думаю, когда очень сильно нагревается, как бы, скажем, температура поднимается мощно на машине, уже какой-то датчик начинает барахлить. А так пока ничего не делал. Вон туда я сейчас хожу, грибы проверим, посмотрим, вот вдоль дороги так пройдусь. Сейчас тут может... точно, здесь у меня есть этот. Взял 2 ведра, может чернику буду собирать. Не знаю, соберу или нет. Самое главное, взял. Это ведро я возьму. Сюда я буду собирать. Шкафчик самодельный тоже куда-то надо поставить на избу. В общем, фронт работы есть. Фронт работы есть. Ладно, сейчас пройдусь. Здесь эти бродни уже, наверное, лет 20 висят. До сих пор еще. Хозяева этой обуви, этих бродней, болотных сапогов давно уже нету, умерли. Вот. Память от них еще осталась, сапоги. Этот гриб я не видел. Лучше сейчас сразу заберу, потому что, возможно, на обратном пути я его и не найду. Хороший. Ножки тоже, наверное, возьму. Хрен с ним. Может, суп будет грибной сегодня, как думаете? Напишите в комментариях.
Вон еще огромный большой. Этот, наверное. Но сейчас, в принципе, знаете, вот уже по ночам так прохлада. И смотрите, они хорошие. Шляпку возьму. Осень нас радует. Гриб дает, ягоды дает. Тайга. Тут что за мусор? Что-то я не понял, что тут делали. А здесь что они? Короче, фиг знает. Что-то непонятное происходило. Вон еще один. Этот оставлю. По другому стороной пройду, там возьму. Кроме этого, еще там возле дороги 2 штуки должно быть. Сейчас внимание, я в основном на левую сторону смотрю. Случайно тоже увидел. Чуть не прошел мимо. Ну, надо чистить, проверять. Ножки плохие. В общем, у избы там нормально, тщательно проверю. Буду чистить. Уже перешел на другую сторону дороги. Ты смотри. Ноги такие. Ну, возьму, может, и гнилые. Ну, в избе проверю. Вот так. Еще вон там. Я думаю, суп будет. И наваристый даже. Вон там. О, это уже для соления, ребят. Волнушка или кто, как называется. Все, уже соленые начинают выходить. Плохой. Вот еще один. Вот хороший. Ножки, блин. Возьму, хрен с ним. Смотрите, какая красота. Брусника, но не созрела еще. Их много. Это надо вам воочию посмотреть. Такую красоту. Витамины, ребят, смотрите сколько. Тысячелетние тросы валяются на столе таким тросам. Сейчас вот прошлую зиму вот здесь вырубали лес, дорожники немножко бульдозером равняли дорогу, и вон трос подняли. Но это старинный трос. Много лет тут по этой дороге лес вывозили, вырубали лес на верховьях. Вот так. Вон еще один гриб. Вот этого гриба я тоже видел с машины. Вот прям возле дороги. Конечно же, многие сразу напишут, что возле дороги там выхлопные газы, тыры-пыры. Но у нас единичные машины ездят. Это не у трассы где-нибудь, скажем, на трассе возле дороги там. Ну, отсырел гриб. И сейчас хорошо смывать вот этот пыль, грязь. И смотрите, какая шляпка красивая. Вот. Сам гриб тоже хороший. Ножки не буду брать, песок там. Вот и машина появилась. Ну, примерно, да, где-то 400 метров, наверное, от машины. Тулантик. Хватит уже отмечать. Узкоглазый. Вот еще один. Тоже большой. Хороший. Ножки не буду брать. Я уже набрал. Нормально. Вот он. Вот он, вот он. Ай, какие-то букашки там. Хорошие-то какие. Даже возьму. И черника заодно вон. Все под рукой. Вот витаминчики.
Там просто огромный гриб. Черника как будто уже бродит, такое вот ощущение, ну, вкус. Немножко уже, да, смахивает сок уже на вино. Черничный сок уже как будто глоток вина я. Слышали? Не понял. Не увидел. Собака там, а вон. Надо сходить. Сейчас волну покажу. Пипец, разрядился аккумулятор, ребят. Волн нету, но кто-то взлетел отсюда. И я, ребят, уже возле машины. Блин, как назло, отключился у меня видеокамера, так как разрядился аккумулятор. Я услышал звук крыла, сперва всплеск такой, не понял сперва, что это было, потом услышал звук крыла, наверное, какая-то утка или утки там были. Ну, начал идти, и у меня разрядился аккумулятор. Подошел к реке, еще буквально на секунду включился, но волн я не увидел. Не знаю, что даже подумаешь, кто там был. Ну, насчет грибов, вот такое количество, считай, где-то примерно 3-литровое ведро. Может и больше, 4-литровое. Вот, будет супчик. Ну, в комментариях, надеюсь, написали. Я спрашивал, на суп наберу или нет. Сейчас еще поднялся моторная лодка. Пока разряжал аккумулятор, он быстро пролетел тут. Вот, перезаряжал аккумулятор. Ну, как сказать, менял аккумулятор. Что-то я туплю. Вот. Вот это дерево в этом году. Да, он еще не высох. Вот, свалилось. Много дров тут лежит. Здесь я не знаю, как ездят, потому что если я здесь проеду на лодке, я застряну, потому что я не знаю, с какой стороны ехать. Там мель кругом. Здесь мелко, на повороте, там даже этот моторка здесь проехала, и на повороте он забуксовал. Там еще мельче, оказывается. Там ниже мелко. Вообще капец, ребят. С рекой беда вообще. Дождей нету. Сейчас уже пора дождей, но дождей нету. Пару дней вот дождь прошел и все. Вот, ну, давайте поедем дальше, уже на избу. На избу. Он довольный, бегает. Непослушный, ох, какой он непослушный. Во дворе, как начну я собираться, не прекращает, лает. Ну, даже не слышит мое ругание, что я его ругаю. Он лает и лает. А? Наглая рожа. Побегай. Кабину я тебя не возьму. Сегодня в кузове он ехал. У меня кабина там загружена уже. Хлама. Вон сколько. И там, и здесь, кругом. Пускай там сидит. Сейчас немножко подостыл, наверное. На чуть-чуть. Ну, что-то влияет на температуру. И после этого загорается от двигателя лампочка. Датчик охлаждения, я думаю, тут виноват что-то. Пока так до сих пор не проверил.